Безмолвен голос твой, Тиадаан. О чем ты молчал в веках погребенный среди груды камней? О чем ты молчал на виду толпы молчаливой, спрятавшись за музейным стеклом? Пришло время услышать тебя, коли явился ты своим потомкам. Поведай, что видел ты, что слышал. Играйте струны, заговорите шепотом, в полголоса, в полный голос гортанным пением. На Алтае в 1947 году при раскопках второго Пазырыкского кургана, датируемого VI и III веками до нашей эры, в Лаганском районе экспедиции под руководством Сергея Ивановича Руденко обнаружили среди множества уникальных находок музыкальный инструмент, который назвали Пазырыкской арфой. В 1950 году части такого же инструмента тем же академиком Руденко были найдены в Башадарском кургане возле села Кулады Ангудайского района. Его признали более древним и назвали Башадарской арфой. Наряду с другими находками они были увезены в Государственный Эрмитаж. Называли эти инструменты по-разному, но сказитель Алтая Алексей Калкин, будучи в Эрмитаже, узнал этот инструмент и воскликнул: «Это Алтыгылду Тиадаан! Это шестиструнный Тиадаан!» Играйте струны, заговорите шепотом, в полголоса, в полный голос гортанным пением. Молчит Тиадаан давно. Услышим ли мы твое древнее звучание? Враг был опасен и силен, мирный край был опустошен, родной Алтай был разорен. Кто жив остался, спрятался в горах, в огромной кромешной пещере. От ожидания героя почти все ослепли, но явился он, мой герой. Тот герой был Шуну-Батыр. Вместе с ним и я ведь был. В его руках мои струны зазвучали. Какие чудные звуки он извлекал, как о спасении он народ свой известил. Люди потянулись к звукам, так вышли к свету. Шуну-Кайрахан, Шуну-Божество, спустив меня с неба, вновь вернул Алтаю свой народ. Окраска и следы ремонта указывают на ритуальное значение найденного инструмента. Корпус и мембрана Пазырыкской арфы были окрашены в красный цвет. Красный цвет был связан с солнцем, о поклонении которому Усааков Пазырыкцев сообщал Геродот. Единственный бог, которого они почитают, это Күн, солнце. Я — небо, дитя, я — воплощение солнца. Моими струнами играли ветра, от их дуновения менялся мой голос. Я — посредник миров, и мне знаком мир подземный. Мое звучание усмиряло его силу, закрывая вход в мир людской. Говорят, что однажды, натягивая тетиву лука,
охотник заметил, что она издает нежный мелодичный звук. Он натянул вторую тетиву, стал играть на луке. Так прошли века, а струн становилось все больше. Охотник наивно полагал, что это он придумал, как играть на луке. Он и не подозревал о проделках Тядаана. Играла моими струнами отчи бала. Дева моя, богатырша, праздную свою победу, ехала и пела, не переставая, мои 30 струн правой рукой перебирая. От этих звуков ведь на макушке скал цветы расцветали, на мшистой земле лес появлялся. Звери, у которых детеныши есть, детеныши побросав, следом бежали. Птицы, у которых гнезда есть, гнезда побросав, следом летели. От мощи девы-богатырши вся земля колыхалась. Топот прекрасного коня по горам разносился. Играйте со мной, я ведь умею играть. Мой голос привораживает духа неба и земли. Я ведь могу попросить у них дождь, град, грозу, напоить засохшую землю, смыть пыль с листвы, наводнить пересохшие русла рек. Я ведь умею это делать. Я могу даровать хозяевам благодать, даже спасение от невзгод. Я ведь умею это делать. Поиграйте со мной, я ведь умею играть. И солнце само взойдет, унесет все страхи и потери. Тядаан поместили вместе с хозяевами в курган. Означало ли это, что древние верили в то, что если певец погребен вместе с инструментом, облегчится его путь в иной мир? Или же люди, зная магическую миссию инструмента, держать Вселенную в гармонии, надеялись, что он в кургане рядом с хозяином, магом, будет продолжать исполнять свое пение. Я рожден как дитя, меня берегли, качая в колыбели, но во мне сила волка, дух вашего предка. Я был хранителем вашим, вашей душой. Когда вы были слепы, был вашим поводырем. Когда вы прозревали, становился вашим вождем. Я вел вас из века в век через лихолетия. Со мной вы пели свои сказания, со мной вы несли свое слово. Слово, как зерно, прорастающее сквозь толщу земли и времен, из глубины, из самых корней. Играйте со мной, играйте, вспоминайте меня. Вспомните, я Тядаан.